Конец осени – начало долго вступающих в свои права зимы. Та самая пора, когда врачи ставят диагноз ОРВИ, грипп. Вирус последнего, по словам медиков, пока не выявлен, но с острыми респираторными вирусными инфекциями обращаются все чаще. И многие после отчаянных попыток побороть болезнь самостоятельно. Изначально не хотел обращаться, думал, так пройдет день, два, три, потом уже неделя стало тяжелее. Слабость у меня, по ночам кашель, температура. Головные боли. Первое, что назначают врачи, это противовирусные препараты. Причем из-за постоянной мутации микроорганизмов, вызывающих болезнь, приходится прибегать к новым лекарствам. К знакомым препаратам вирусы гриппа и ОРВИ быстро вырабатывают устойчивость. А это затягивает лечение или вовсе приводит к осложнениям. В этом году, в общем, отмечается тенденция, что вот эти симптомы, они уже, как-то сказать, вот, по своей вирулентности, то есть по силе, боли так усиленной в смысле, и по длительности лечения, в общем, они не подвергаются, как раньше, вот, лекарственным препаратам, которые они именно принимают. В республике еще в сентябре начали профилактические мероприятия. Вакцинацию прошли и взрослые и дети. Однако многие в силу различных причин отказываются от прививок. Хотя специалисты предупреждают, своевременная иммунизация помогает избежать эпидемии гриппа. А в случае, если человек все-таки подхватил вирус, болезнь протекает не так тяжело. У нас, можно сказать, люди со сниженной иммунной системой, связанной с климатическим состоянием и с послевоенным периодом. В основном дети и пожилые люди. Впервые в этом году в республику привезена вакцина от пневмококковой инфекции для взрослых и детей. Хотя в других регионах она используется давно, у нас в республике пока не столь популярна. У нас умирает много людей от острых пневмоний с осложнениями. Чтобы этих осложнений не было, было бы хорошо, если бы люди привились. Вообще в России все прививаются от этой вакцины. Они даже с удовольствием идут на вакцинацию. Тем более, что лечение в случае болезни обойдется не так уж дешево, особенно если использовать импортные лекарства. Но фармацевты все чаще начали предлагать альтернативу препаратам, привезенным из-за границы. Почти с тем же составом, но по цене дешевле. Любой лекарственный препарат может быть придуман или произведен в разных странах одновременно. Независимо от того, где это произведено, этот препарат должен иметь одно и то же действие на больного. Для сравнения, один из самых распространенных импортных препаратов панангин в среднем стоит 135 рублей. Отечественный аналог аспаркам – 92 рубля. Нурофен, который стоит 90 рублей, по словам врачей, можно заменить на ибупрофен, который стоит на порядок ниже. Вот, например, бетасерк от головокружения. Очень распространенный препарат. Стоит он 531 рублей у нас, вот эта доза 24 миллиграмма. А российский бетагестин, то же самое, стоит 70 рублей. Никто не жалуется, что он мало помогает, но люди вот привыкли почему-то к импортному. И вот мы объясняем, разговариваем. Кто сомневается в качестве, может просто сравнить состав, говорят фармацевты. Различия могут быть лишь в дополнительных компонентах, но действующее вещество в таких лекарствах, как правило, одно. Иногда врачи назначают то или иное лекарство, говорят, что его можно заменить другим подешевле. Но порой не говорят, а ведь аналоги есть практически у всех медицинских препаратов. Причем из-за отсутствия таможенного и транспортного расхода при наличии довольно высокого качества они могут быть намного дешевле дженериков, привезенных из-за рубежа. В любом случае, выбирая тот или иной лекарственный препарат, в первую очередь необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Мария Керимова, Руслан Яхяев, Новости 7.